Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши спасатели. Сегодня у нас снова повод порадоваться за наших спасенышей. Если бы не наши совместные действия, то не было бы этих историй. Вакс. Этого песика, будучи зрелым щенком, подобрали за остановкой в Якутске в пыли и грязи вместе с другом Персом и котиком при них. Отрешенные, голодные, никому не нужные, валялись они. Забрали тогда всех троих. Потом было долгое ожидание возможности перелета, аж 2 месяца. Но все трудности по ним пережили. Теперь все они пристроены. И очередной привет от Вакса. Счастлив в любви, и это здорово. Пусть будет больше у нас таких везунчиков. Лада. Лада, спасенная в сильный мороз, прибилась к автобусным остановкам. Тощая, скрюченная, уже не мечтавшая о еде, лишь бы погреться, заходила в магазин на порог, там же, откуда ее прогоняли. Кто-то говорил, что самовыгул такой. Да, там такое сплошь и рядом. Волонтеры подозвали, подбежала в надежде. Стали одевать ошейник, не сопротивлялась. На все согласная, лишь бы ближе к человеку. И вот она прилетела ко мне. Целый год искали ей семью, и чудо свершилось. Девчушка много гуляет на природе, улыбается, уже не узнать в ней ту забитую, тощую, никому не нужную. Еще одна жизнь, еще одной не дали погибнуть. Да-да. Друзья, сегодня, когда вы смотрите этот ролик, у нас просто беда. Не можем собрать необходимую сумму на корм. Корм заказан, оптовая партия. Не хватает денег на оплату. Друзья, вся надежда на вас. 200 хвостиков доверчиво смотрят в глаза. Они не понимают, что такое деньги и что такое, когда их нет. Помогите, пожалуйста, накормить спасенных якутских собак. Я обращаюсь к каждому, любая посильная сумма. Благодарю. Рудик, рыженький малыш, таким несчастным он сидел у будки в ППЖ. Мимо такого не пройдешь. Вот и забрала я его. А по приезду обнаружили рваную рану под шерстью на бедре. Все же прихватили его там сородичи. Долго лечили, обрабатывали от паразитов. А когда наш мальчик похорошел, пришел в форму, распушился, нашлась ему семья.
где счастлив он по сей день и семья вместе с ним. Как же они меняются, когда им хорошо. Sammy. Hai đôi khi Щеночек Грета со своим братиком Гансом были спасены из ППЖ в марте этого года. Конечно бы там они погибли. Но мы их забрали. Потом была передержка и прививки в Якутске. Потом была Москва. Грета и на передержке любила окунаться в воду, вода манила ее всегда. Потом мы ей искали семью. И вот Грета уехала, наконец-то, в семью, где мы видим, что она ходит на речку, плещется в тазу уже в своем саду. Ее любят, ею занимаются, она счастлива, и мы счастливы вместе с ней. И еще одна счастливая история с красавицей Ритой. Ко мне обратилась женщина с просьбой пристроить собаку, так как взяла себе, но не рассчитала размеры своего жилья и размеры собаки. Собаке реально было тесно. Ей бы бегать в саду. И вот из соображений, как лучше для собаки, я решила помочь этой доброй женщине. Смотрите сами. Собака счастлива, веселая, на природе, ей не тесно. Конечно, всем бы собакам такие условия.